Рухманова, Сталаса, общественный фонд Центр женских инициатив «Аялзат». Являюсь руководителем этого фонда и кризисного центра МАНА. И в этой сфере уже очень долгое время работаю по продвижению гендерного равенства, защита прав женщин, пострадавших именно от семейного, домашнего насилия. Сегодня вот на этом тренинге по методологии антидискриминационной и гендерной экспертизы, я думаю, что, наверное, все-таки пришло время, а то все время как бы не знаем, да, как бороться с этими гендерными стереотипами, все время ищем виновных, почему эти гендерные стереотипы, но все-таки все закладывается как бы с семьи и со школьной скамьи, потому что учебники даже в первых классах, если посмотреть, мы вот анализ делаем сейчас, и очень много гендерных стереотипов, которые со школьной скамьи навязываются, и дети воспринимают это, то есть содержание текста, картинки, иллюстрации, это все влияет на ребенка, и таким образом мы сами как бы укореняем эти гендерные стереотипы, а потом, значит, ищем причины. И вообще с семьи, начиная с детства, родители должны осознавать и понимать, что разделять мальчиков и девочек нельзя, особенно домашний труд, там, с какими игрушками играть им. То есть если ребенок хочет играть, девочка хочет играть с машинкой, пусть она играет с машинкой. Мальчики бывают, там, хотят играть в куклы, переодевать их, там, в семью поиграть. И почему-то иногда родители говорят: ой, нет, ты же мальчик, почему ты играешь с куклой, и как бы не дают полностью детям свободное время свое проводить так, как им хочется. И я думаю, что не только вот учебно-методические комплексы нужно проводить через гендерную экспертизу, но еще дополнительно требуется обучение именно для родителей. Что такое родительство, да? Что значит быть родителями, как общаться с детьми, как с ними коммуницировать. Наверное, должна быть еще какая-то школа для родителей. Было бы хорошо, если бы параллельно проводились такие обучения. Вот может, поликлиниках есть школа матери, допустим, готовят там к родам. Да? Было бы хорошо вот именно, чтобы к семье готовить, и как себя вести, как общаться с детьми, учитывать их мнение. Вот эти вещи тоже очень важны. У меня у самой дети в школе учатся, и когда вот видят вот такие вещи в книгах, говорят: мама, что тут такое? Я говорю: да. Или говорю: пролистни эту страничку. Вот такие вещи тоже. И дети тоже уже сейчас некоторые понимают, что в самой книге содержатся дискриминационные какие-то вещи, и они недопустимы. Вам понравился сегодня тренинг? Да, тренинг в целом мне очень понравился, но некоторые вещи как бы до этого на многих тренингах проходила. На этом тренинге очень многое узнала, допустим, вплоть до содержания текстов, как там написано, что больше как бы на что акцент делается, там больше представленности именно вот репрезентации картинок мальчиков, там девочек, где есть, то есть даже вот «Человек и общество» книгу я сама делала гендерный анализ, сейчас делала гендерный антидискриминационный анализ, и я как бы поняла, что в этом учебнике, хоть и это касается человека и общества, что в нашем обществе, в этой книге там до 20 страницы, до 23 пролистала, и что нет там представленности именно уязвимых слоев населения, вот, допустим, люди с инвалидностью, потому что это общество, мы живем в этом обществе, и в нашем обществе есть этническая представленность различных групп, разных национальностей. Гендерная экспертиза очень важна, и я думаю, что пришло время все книги проштудировать и сделать для наших детей читабельные, хорошо воспринимаемые, свободные от гендерных стереотипов, защищающие права человека, гендерное равенство. Такими должны быть наши книги. Спасибо большое. Спасибо.